Этим утром в УГАИ МВД более людно, нежели обычно. На 18 апреля назначена процедура выдачи первых водительских удостоверений российского образца. В целях контроля за ходом процесса в ГАИ прибыл исполняющий обязанности заместителя министра внутренних дел Беслан Чкадуа. Как проходит рабочий процесс? Подача заявления? По времени, по расписанию. Есть ли какие-то трудности с подачей заявлений? Очереди, какие-то пожелания, замечания, предложения? Никаких замечаний нет, все хорошо. Все нормально? Да. Все вовремя? Да, все В очереди стоять приходится? Практически нет, но вот сразу. А как вы попали сюда? Как это произошло? Запись 2 дня назад нас участили, здесь вот записали нас на пятницу. То есть предварительная запись, Да. вы пришли по времени? Да, По времени замечания? по времени, по кошке. В понедельник, 14 апреля, были приняты первые документы на выдачу права российского образца. Первым водителем, получившим свое российское водительское удостоверение, стал Гарри Кинапшиба. Добрый день. Здравствуйте. Это первый гражданин, который получает российские удостоверения, российское водительское удостоверение. Спасибо. Расписывайтесь. Поздравляем вас. Вы первый, кто получает водительское удостоверение российского образца. Желаю вам удачи, успехов. Упрощенная выдача российских водительских удостоверений начата по поручению президента в Абхазии и России в ходе достигнутой договоренности на встрече Бадры Гумба с Владимиром Путиным 5 марта. Удостоверение можно получить в управлении госавтоинспекции МВД Абхазии в Сухуме при наличии паспортов Российской Федерации и Республики Абхазия, действующего абхазского водительского удостоверения. При этом медицинская справка, СНИЛС, прописка и сдача экзаменов не требуются. Во вторник пришла, записалась, по времени пришла, и вот сейчас на выдачу. Очень рада, что так все. Часто выезжаю, было необходимо, вот. Это я здесь. Удобно. Удобно все, да. Удобно все, что по времени, вот, недолго и вот так. Госпошлина за оформление российского водительского удостоверения также не взимается. Ежедневно граждане активно записываются и сдают документы на получение российских прав. Какие-то проблемы возникают при обращении? Какие замечания есть в работе сотрудников? Госавтоинспекции нашей, российской. Все нормально? Нормально. Все работает как положено? Благодарность надо, все прошло. Хорошо. Мы передадим. Для выдачи российских удостоверений в Абхазию были командированы 7 сотрудников полиции России. Оказывать им максимальное содействие, а также постоянно взаимодействовать с гражданами руководства УГАИ поручил замминистра Чкадуа. Как нам доложили наши коллеги с Российской Федерации, на сегодняшний день подано заявок 667 от наших граждан на обмен водительских удостоверений Российской Федерации. 332 водительских удостоверений готовы сегодня к выдаче. Это говорит о хорошей динамике нашей работы совместной. Я просил бы вас, оказывать максимальное содействие нашим коллегам, которые здесь командированы с управления ГАИ Российской Федерации, для того, чтобы эта работа была еще более эффективной и плодотворной. Если есть какие-либо замечания, предложения от наших граждан, их надо учитывать. Если есть какие-то предложения от коллег наших, их надо задействовать максимально для того, чтобы улучшить нашу работу и достичь максимального результата. Как известно, пункт обмена водительских удостоверений у нас работает с понедельника. В понедельник даже мы работали в тестовом режиме. Официальная деятельность наших коллег началась со вторника. В среднем у нас получается, что в день приходит на обмен, подает заявление на обмен водительских удостоверений порядка 160-180 человек. Это хорошая динамика, которую надо сохранять. Та предварительная запись, которая осуществляется для удобства наших граждан, ее надо также продолжать работать по этой системе. Если есть какие-либо предложения у нас для улучшения работы, для того, чтобы создать максимально удобные и комфортные условия для наших граждан, их надо тоже внедрять, чтобы не было никаких очередей, чтобы не было никаких неудобств. Беслан Русланович, хотел бы сказать, что на данный момент работа, которая была поставлена в управлении ГАИ, приехавшие наши коллеги из Российской Федерации для того, чтобы прием граждан для подачи и получения водительского удостоверения российского образца работает в полном объеме. По
мере возможности с нашей стороны все условия и все технические моменты или какие-то вопросы, если появляются, мы на месте решаем с нашими коллегами. Кстати, хотелось бы обратиться к нашим гражданам, учитывая, что обмен водительского удостоверения продлили нам на год, то есть до 1 апреля 2026 года наши граждане имеют возможность сдать водительского удостоверения на территории Абхазии, не выезжая за пределы. Хотелось бы обратиться еще раз, чтобы максимально все те, которые должны были обменять, обменяли в этот срок. 1 апреля 2025 года в России вступили в силу новые правила обмена иностранных водительских удостоверений на российские. В тот же день президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Абхазии смогут получить российские водительские права в упрощенном порядке, если у них есть вид на жительство или паспорт Российской Федерации. Документы у граждан принимаются ежедневно, со вторника по субботу включительно.